прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Мерзкая провокация. За соблюдением законов Российской Федерации, которые защищают священный Коран и честь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В Грозном осудили поступок человека, который посягнул на благородный Коран. Расскажем все подробности. Нохчин махка, нохчин матта. Нохчи ом халглер гирс умш гейтумш даракагар хауш пайда ицервай. В столице состоялось мероприятие, посвященное чеченскому языку. Расскажем о красоте родной речи. Шоу больших кошек. Мне хочется увидеть тигров, особенно львов, потому что они лучше и опаснее. У детей появилась возможность увидеть захватывающие номера с филиппинским белым тигром и африканским черногривым львом. Любое посягательство на религию ислам оперативно сопровождается решительными действиями Рамзана Кадырова, отметил муфтий Салах Хаджи Межиев в ходе мероприятия в центральной мечети «Сердце Чечни». Принимали участие представители Духовного управления мусульман, министерств, общественных объединений и неравнодушные жители. Репортаж Турпал Али Тайсумова. Этот молодой человек, не стесняясь камеры, поджег священный Коран. При задержании Никита Журавель ссылался на украинские спецслужбы, по указанию которых и совершил злодеяние. По его словам, с целью получения денежной суммы и не только. Сжег его 4 мая 2023 года у мечети по адресу город Волгоград, улица Болоринская, 22. И снимал это на собственный телефон. Видеоматериалы были отправлены сотрудникам СБУ. За данную работу должны были выплатить 10 тысяч рублей. Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области. Реакция на инцидент в Волгограде последовала незамедлительно. В центральной мечети Грозного «Сердце Чечни» осудили провокационный поступок молодого парня. Официальные лица, известные богословы Чеченской Республики и все те, кто не смог оставаться безучастным к вопиющему событию, сплотились против данного злодея. Присутствующие буквально за несколько минут заполнили всю святыню. Каждый из них пришел сюда с мольбой к Аллаху о наказании подобной нечисти, поднявшей руку на самое святое писание мусульман. Всего здесь находится около 10 тысяч верующих. Примерно столько вмещает сама святыня. Муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев, обращаясь к неравнодушным, подчеркнул, что суд над виновником на территории Чеченской Республики стал возможным благодаря президенту многонациональной и многоконфессиональной страны, который трепетно относится к достоинству каждого гражданина. Россия – общий дом, и тут не позволено осквернение духовных ценностей. Хочу выразить огромную благодарность президенту России, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину и руководству Следственного комитета за доверие, оказанное нашим следственным органам, и за их строгий контроль за соблюдением законов Российской Федерации, которые защищают священный Коран и честь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И дел мостах и шейт керварал соу. ويمخدا رمضان حاجة بيركتة ونخشى شو كل حلوشوس الله أكبر ونخشى شو أحسن كل يلوش خذ أحسن نكزان يلوش حلوشو الحمد لله خاصة دالبوك ويا قرآن لردش سكوندوش بچالتي شو عشتوش Deliyaç aleyhissalatu vesselam tun sirlerdeş paçaltı çoğu aşdolş elhamdülillah dal hastam bu. Okrasi paçaltı it milyon busulda bu aş. Deliyacın aleyhissalatu vesselam ummata dokdağdu. Okrasi paçaltı zakondu Kur'an священный писание шал. Дорогие голдин хак Аллах Qur'ana qidano священное писание и qawda me gurdat. Орasi пачал законду Делияч алейхиссалату вассалам суншие цельц Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам цунах карикатур я me gurdat.
alhamdulillah, dal хасна Бог, ищ закон, что ж, почал ты жалуй, а что ж. Немалую роль наравне с федеральным центром в переносе суда в регион сыграл и защитник мусульман, и служитель священного Корана, глава республики Рамзан Кадыров. Благодаря его авторитету и обращению множества жителей субъекта, которые признали себя пострадавшими в данном инциденте, наказание подстрекатель будет отбывать в регионе с преимущественно мусульманским населением. Благодаря моему дорогому брату, главе Чеченской республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, строго охраняется священный Коран, религиозные ценности и честь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Любое посягательство на религию ислам, в какой бы точке земного шара это ни происходило, незамедлительно сопровождается решительными действиями Рамзана Ахматовича. О ценности отношения мусульман к исламу и обязанности по охране религии рассказал советник главы Чеченской республики Адам Шахидов. Allah değil şaviyeş kalarına her bir ihalla değilden çoha dağıtın ve şu Ramazan hacına değil resmil dağıtık bir kamboy. Kur'an diyeserim belki huyu elç değil elç diyeserim elç değil elç diyeserim belki huyu elç sünnet diyeserim elç. Dağweyli şöyle ve mahkâ dostal halına ve hidden biçi Allah değil üyeş isila Kur'an diyeş Muhammed سيلح يلج صلى الله عليه وسلم إذا ويش تنسيد الأصحاب شبيش يلجن سنة بيش أولياء شبيش تاقض أولياء شبيش حقودين دوش دول بركتيه وبقع دوش دول قستين قادري نقش باندي في طريقة يحقودين خلبوش بالبقري أولياء شبيز الشه اشتدال ويدك أدنا وانتبت الغلوش ولو خادم القرآن وناصر النبي العدناني الاشي لقب تيولوشا قرآن هو لقشو ولش عدنان حوال غلوش والكلشن صلى الله عليه وسلم اقاتن هو لقشو اقاتن سنة لردر غوش ولو ويبرجعو إذا تغن الله دال وين دندوش دول تقدو إذا بما بيزرية وت الله دال خسم قرب لويلوي. Вскоре каждый желающий высказался о деянии Никиты Журавеля. Все как один назвали поступок чудовищной провокацией, за которую он обязательно должен ответить. Мы гордимся, что мы являемся мусульманами, и какие бы враги сегодня не сделали какие-то попытки, у них этого не получится. Это было большое преступление, это было кощунство, и я очень обрадовался, когда узнал, что этот преступник, этот грязный преступник будет отправлен в Чеченскую республику, на нашу республику, где есть у нас защитники Корана, где есть у нас защитники Слова Всевышнего Аллаха, где есть защитники чести Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. У нас есть сегодня открыто много школ хафизов, выпускаются хафизы. Сегодня здесь охраняется на высшем уровне Слова Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля. Уголовное дело части 2 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации уже передано из Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области в аналогичную по Чеченской Республике. Здесь горе-провокатор и предстанет перед судом. Турпал Али Тайсумов, Саид Али Ампукаев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Уполномоченный по правам человека Мансур Салтаев выразил свое мнение о вопиющем случае сожжения Корана. Он подчеркнул, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, где с уважением относятся к религии, и никому не будет позволено покушаться на чувства верующих. В очередной раз украинские спецслужбы СБУ показали свою сатанистскую сущность. Мы знаем, что определенные акции, непосредственно провокационные акции, происходят периодически на территории Российской Федерации. Мы объединились против сатанизма, против бездуховности, которая многие годы несет коллективный Запад. Сегодня чеченский народ объединился вокруг героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. На пути великого чеченского сына, первого президента, героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Сегодня наши бойцы сражаются с вооруженными силами нашей страны и ломают хребет нацистским отпрыскам. Члены Общественной палаты обсудили случай сожжения благородного Корана в Волгограде. На внеочередном заседании присутствовали представители гражданского общества, а также руководители общественных, религиозных и ветеранских организаций. Собравшиеся осудили действия экстремиста и отметили, что подобные провокации направлены на разжигание межконфессиональной розни. В завершение выдвинули предложение ужесточить наказание для подобных видов преступления. Просим
органы исполнительной власти, законодательной власти ужесточить некоторые статьи. Эта статья за разжигание межнациональной розни, потому что здесь человек лишает свободы только на 3 года, либо отделяется штрафом. Более того, мы требуем переквалифицировать эту статью более жесткую, потому что 280 статья, и здесь, на мой взгляд, человек совершил очень много преступлений. Мы противостоим НАТО, мы противостоим сатане, мы противостоим самому мерзкому, что могло быть в этом мире. И наша задача принимать те меры, которые защитят нас с вами, то есть наших граждан. Бывший американский морпех, разведчик и военный эксперт Скотт Риттер побывал в Российском университете спецназа в Гудермесе, а после посетил специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На построение личного состава его встретили министр внутренних дел Руслан Алханов и командир подразделения Замит Чалаев. Лейла Муртазова продолжит. Оружие в руках бывший американский морпех, разведчик и военный эксперт Скотт Риттер не держал давно, но все равно не упустил возможности вновь побывать в роли стрелка. Впервые его инструктировал чеченский боец. По словам аналитика, боевые навыки обучающего состава поражают своим профессионализмом. Российский университет спецназа Скотт посетил вместе с дочерью. Они осмотрели стрелковые галереи, где готовятся силовики, а также аэродинамический комплекс, где даже попробовали полетать в аэротрубе. Оказавшись в уникальном учебном заведении, гости остались под приятным впечатлением. Это был фантастический уровень организации, самый наивысший. Я очень благодарен, что у меня была возможность попробовать это. Но, кажется, моя дочка справилась лучше, чем я. Кроме того, Скотт Риттер посетил не менее знаменитый, чем РУС, специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На построении личного состава его встречает министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов и командир подразделения Замит Чалаев. Специальный полк имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, который был создан для борьбы с бандформированием на территории Чеченской Республики, где успешно с задачей справились ребята, в том числе именно на территории Донбасса, Мариуполя и везде на самых сложных участках воевали. Герой России Замит Чалаев рассказал о бойцах, которые активно участвовали в зоне специальной военной операции. Чтобы не сняться оттуда, где идет бой, он сказал ребятам, чтобы не говорили, что он ранен. И он 2 раза был сильно ранен. Я его наказывал за то, что он идет впереди, но все равно у него каждый раз он шел впереди. На территории специального полка прибывает и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он присоединился к гостям и пообщался с Скоттом Риттером и отметил, что рад видеть человека, который знает, какая на самом деле западная политика, и открыто об этом рассказывает. Наблюдаем, всегда смотрим, уже профессиональные, так скажем, доводы, что, как вы сами и говорите в ваших репортажах, Россию невозможно победить. Далее Магомед Даудов выступил перед личным составом. Военнослужащие легендарного полка давно известны своими победами и завоеваниями. Они одни из первых отправились на передовую защищать интересы России и мирное население от нацистов. Под руководством Замида Чалаева они освободили Мариуполь и Лисичанск. Большой поддержкой и опорой для силовиков является Рамзан Кадыров, который строго контролирует весь их служебный процесс и важные этапы их деятельности, в том числе боевую подготовку. Вы неоднократно выполняли поставленные задачи в зоне проведения СВО, в частности, вашим участием и непосредственно благодаря вам и вашему опыту были взяты, освобождены от нацизма, от бандеровщины, от бесчеловечности, которую хотят нам внедрить из Запада коалиция под названием НАТО. Для гостей наступила самая захватывающая часть мероприятия. Силовики продемонстрировали свои навыки по штурму здания.
Бойцы подразделения известны не только своими боевыми успехами, но также достижениями в соревнованиях как регионального уровня, так и мирового. К слову, совсем недавно на весь мир прогремела очередная триумфальная победа в международном состязании в Дубае, в котором они заняли первое место, оставив позади себя более 50 стран. Скотт Риттер поблагодарил за возможность увидеть этих отважных бойцов вживую и познакомиться с ними. Для начала хотелось бы поблагодарить за такую возможность увидеть этих бойцов вживую. Я слышал многое о их участии на Донбассе, но когда ты стоишь перед ними и смотришь в их глаза, понимаешь, что это все реальность. Я был глубоко впечатлен их профессионализмом. Для меня большая честь познакомиться с ними. Мы были в Чеченской Республике всего 2 дня, и этого времени недостаточно, чтобы полностью познакомиться с регионом и его жителями. Мне придется снова вернуться в республику, чтобы узнать больше о народе и местности. В заключении гость почтил память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и побывал в музее подразделения, где хранятся боевые награды и трофеи. Лейла Муртазова, Эмин Хакиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Посетителям была представлена обширная программа, включающая в себя проведение культурно-образовательных и досуговых программ, выставок, концертов, викторин и мастер-классов. Тема звучала как «История и истории» и была утверждена в честь Года педагога и наставника. Мероприятие проводится ежегодно с целью популяризации музейной деятельности и культурного достояния России и ее народов. Бесплатно все, кто желает, и гости нашей республики, и туристы, и учащиеся, студенты. В общем, все могут бесплатно посетить Ночь музеев, пока идет целая серия мероприятий. Ну и, конечно, мы всегда рады гостям. Ночь музеев показывает культуру человека, показывает то, что человек желает соприкоснуться с искусством, с культурной жизнью нашей республики. Поэтому вот такой интерес к этому мероприятию. Торжественное мероприятие, посвященное году чеченского языка Нохчин Махка, Нохчин Мата, прошло в столице. Участники продемонстрировали красоту родной речи через песни и танцы. Также гости смогли насладиться звучанием национальных инструментов. Подробнее Мадина Нусалчиева. С выступления заслуженной артистки Российской Федерации Макки Межиевой начинается мероприятие в 12-й гимназии, приуроченное к году чеченского языка под названием Нохчин Махка, Нохчин Мата. Событие посетили чиновники, представители различных ведомств, творческой и научной интеллигенции региона, учащиеся домов культуры и образовательных учреждений. Апрель 27-го даяр Деширевский чтение Цигбехкан в Академии наук, Российской Академии наук, Дейкшвайбер, царь бин бол тылым цани, Россия почалка, бәтғай ит мот бубақ царь, оз бәтғай ит мот юқаха, 40%. Дейк эдилчи, и ялғыт толғдақ дала иштхули 40%. И 40% беметнаши да қирым боч әл датсбақ. Дисін метнаш қирым бошту боғ, zaman yoxol бәмек әл. Цар әлі әлір да қайқыр вайқыз қиетірс, вайқ оме да қайт, ноқчы муатты, os 40% юқ әбу, ноқчы муат боур болчан юқ әббатс. Хоқтқа шарах. وحقدل ونقشق أمو ومخ داس دولة داش حقدل إتان وين جمع دمياتسون إز ندلع ويبرخ دول نجردات وقدع هرنقش معطلر بيش إشتوي قبوي دال مقلحة كنت إعلو خيرود. Чеченский язык красив и необычен. Воспевали его в своих стихах многие народные поэты. Лучшие из их работ прозвучали на мероприятии. Ни одно подобное событие в регионе не обходится без национальных танцев. Это не просто пластика тела. Даже тут отражается характер культурной среды, особенности этикета народа. Также собравшиеся смогли насладиться звучанием национальных инструментов.
Сегодня на чеченском языке разговаривают около 2 миллионов человек, и это количество постоянно растет. В субъекте издается множество книг, журналов и газет. Теле- и радиопередачи вещают также на родном языке. Язык – носитель нравственности и самосознания. Это ключ к глубокому пониманию культуры народа. Поэтому его сохранение является одним из ключевых моментов в вопросе существования нации. Мадина Толчиева, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Торжественная церемония награждения, приуроченная к году чеченского языка, состоялась в Институте чеченского языка. Свои сертификаты об участии получили номинанты, участники и члены жюри республиканского конкурса «Лучший учитель года», а также педагоги, подготовившие победителей олимпиад по чеченскому языку и литературе, конкурсу «Лучшие сочинения» и конкурса чтецов Цаны Ешевой. Дубокша республика дирек адамца самдал метдал нохчимет тидам багайтан аламат оцгулхантах шей нитсакош иштхадошто адам данлах нохчимат қишим нит чарбеш тулуш хаборбош бу мехдас оц дек ахзнерсам доккул динавайна адамана шаш нохчи дуй хаар қица дагадаитна и нохчи ботнага санвай ларбешалча и инқам лардара уггар кёрт хайс билгло июхайтен солсауно қицаамаду имот имох адман могшалла рица мадаллар дал белбоин дал шал дилдолч ниаматна вайнага санна хампусар дешцалах вайн дел югозло хилтан будамула أصدقاء ويبصلنا خلرنا إيش مطلر بيبوي وإيش مخ سيلر دير دقوي. В столицу Чеченской Республики приехал аттракцион, не имеющий аналогов в мире – цирк с вывеской «Шоу больших кошек». В этом году на первое благотворительное выступление пригласили более 2000 детей, погибших сотрудников при исполнении, тех, кто участвует в СВО, из малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями. Подробнее Адам Магомедов. Началось цирковое шоу с колеса смелости. Это вращающаяся конструкция, на которой артисты делают довольно опасные трюки без страховки. Неподготовленному человеку легко свалиться и получить травму, однако у этих парней из Колумбии достаточно ловкости и уверенности, чтобы удержаться на ногах даже с закрытыми глазами. Марио Сибалес занимается акробатикой с самого детства и никогда не чувствует нервозности, а лишь пританцовывает. Мы не просто так можем объяснить, рассказать, надо это увидеть реально. Это реально опасный номер, это реально красивый, это наше искусство колумбийское. Помимо этого, свои номера на сцене продемонстрировали жонглер, воздушная гимнастка, эквилибрист на катушках и не только. В первом акте аттракциона под названием «Шоу больших кошек» всего 5 выступлений, плюс выходы клоуна Алекса между перерывами. Сейчас зрители могут наблюдать за довольно экстремальным номером с арбалетами, где главная задача стрелка – быть довольно метким и не поранить своего партнера, что довольно интересно и интригующе. На первое благотворительное представление в этом году приглашено более 2000 детей, погибших сотрудников при исполнении, тех, кто участвует в СВО, из малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями. Шоу им очень понравилось. Когда там очень прыгали по кругу, я думала, что они упадут, и очень за него переживалась. Но мне очень сильно понравилось, когда этот клоун бегал так и всех опрыскивал водой. Мне хочется увидеть тигров, особенно львов, потому что они лучше и опаснее. После первого акта на сцену вышли главные звезды. Это филиппинский белый тигр, саблезубые рыжие и африканский черногривый лев. Под руководством опытного дрессировщика Ростислава Гаврилева они своей командной работой оставили всю публику под большим впечатлением. Цирк «Шоу больших кошек» проходит с 20 по 31 мая в спортхолле «Колизей». Любой желающий может насладиться разнообразной и интересной командой артистов. Адам Магомедов, Саид Ильям Пукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
Грозненский дельфинарий отмечает 5-летнюю годовщину. В честь такого события сотрудники подготовили для зрителей новую программу. Сказка под названием «Кругосветное путешествие» не только зрелищное, но и познавательное, поскольку подробно знакомит зрителей со всеми возможностями дельфинов. Подготовка проходила с марта, была проведена большая работа с артистами, животными, тренерами и не только. Программа будет сопровождаться весь летний сезон. Мы подробно знакомим зрителей с дельфинами, то есть рассказываем о них, о среде обитания, о способе питания, то есть ближе знакомим с этими животными. У нас цирковые номера также были и номера артистов юного зрителя. Они тоже подготовили свои номера, чтобы наши маленькие дети тоже не скучали на шоу. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.